Вас я люблю, дорогая, первую радость мою. С вами про все забываю и сердце навек отдаю. Милые карие очи гонят печаль мою прочь. Будут минуты короче в эту безумную ночь. Что нам до шумного света, что нам друзья и враги? Было бы сердце согрето жаром взаимной любви. Спрятался месяц за тучку, не будет он больше сиять. Позвольте нежную ручку горячему сердцу, горячему сердцу, горячему сердцу прижать. Так, бесстыдница, ни свет, ни заря, не поевши хлеба Божьего, за пляску тотчас. Маменька, я уже и чай пила, и ватрушку скушала. Посмотрите-ка, И хорошенько. что? И что? Скушала? Долго мне бегать за тобой на старости лет? Нужно мне смотреть, как ты тут греховодничаешь? Что за грех такой? Нынче все этим развлекаются? И как? Отстаньте, маменька, отстаньте. Тебе же хуже будет. Поймаю за юбку, весь хвост оторву. Рвите, рвите на здоровье. Вам же зашивать придется. Не мешайте, маменька, не мешайте. Уж молчали вы, коли не понимаете. Что ты? Ну что ж, с чего ты взяла не слушаться-то? Зачем вы с дяденькой вчера отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не капитан? Что вы нашли в нем легковерного? А то и легковерного, что зубоскал. Приехал, ломался, вертелся, эко не видать. Полтора года не танцевала. Попробуем-ка теперь на досуге! Устинья Наумовна пришла. Пришла! Здравствуйте, бриллиантовые, здравствуйте! Аграфена Кондратьевна, ну, как стало ночевала? Ой, Соня жива, бриллиантовая! Слава
что-то изумрудное, словно потолстело, а? Ну, вздор, Устинова, ну, вздор! Вздор! Это тебе показалось. Я все херею. Мне то кольки, то сердце бьется, как маятник, а то словно уплывешь по морю, так и рябит меланхолия. Наших. Да сумеешь ли ты это дело сделать-то? Ну что вы, Самсон Силыч, помилуйте нежно мне в первый раз? Еще этого-то не знать? Да такие ли я дела делал, да с рук сходила. Другого-то за такие штуки уж заслали вы давно, куда Макар телят пригонял. Ну так какой же ты механику посмотришь? Там глядя по обстоятельствам. Вот первое дело, Самсон Силыч, надо бы дом, лавки заложить, либо продать. Это уж первое дело. Это надо сделать заблаговременно. Только вот, на кого бы эту обузу свалить? На кого? Да вот разве что на жену. Нет, нет, незаконно. Это незаконно, Самсон Силыч. В законах изображено, что таковые продажи на жену недействительны. Оно ведь сделать-то на жену недолго, да чтоб после крючков не вышло. Уж делать так, Самсон Силыч, надо прочней. Ну да, чтобы оглядок-то не было. Как на чужого-то закрепишь, так уж и придраться не к чему. Спорь после поди против подлинных бумаг. Что беда. Только вот что беда, ты как закрепишь на чужого дом-то. А он, пожалуй, там и застрянет, как блоха на войне. Самсон Силыч, уж вы ищите такого человека, чтобы он совесть знал, совесть. Да где ты его нынче найдешь-то, чтоб совесть-то знал? Совесть. Ничего, всякий норовит, как тебя, за бороду ухватить. А ты совести захотел. А я вот как мекаю, Самсон Силыч. Хотите вы меня слушайте, хотите нет? Каков человек у вас приказчик? Который, Лазарь, что ли? Да, Лазарь Елизарович. Хлопачи. Хлопачи! Вот беда. Вот где беда пришла на нас. Что теперь делать? Плохо дело, не миновать, теперь несостоятельным объявиться. Ну, положим, хозяину что-нибудь и останется, а я при чем буду? Мне что делать, в проходном ряду пылью торговать? Служил, лет 20, и теперь ступай мостовую грани. Как это дело рассудить надо? Чем-нибудь попользоваться надо, товаром, что ли? Вот векселя велел продать. Тут, должно быть, попользоваться-то будет можно. Говорят, надо совесть знать. Да, известное дело, надо совесть знать, но только в каком это смысле понимать нужно. Против хорошего человека у всякого есть совесть, а коли он сам других обманывает, так и какая ж тут совесть? Самсон Силыч купец богатейший, и теперь он это дело так для препровождения времени затеял, а я человек бедный. Если и попользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, так и греха никакого нет, потому как он сам несправедливо поступает, против закона идет, так и чего ж мне его жалеть? Вышла линия, не плашай. Он свою политику ведет, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я с ним сделал, да не приходится. Олимпиада Самсоновна, барышня образованная, можно сказать, каких в свете нет. Но этот жених ее теперь не возьмет, скажет: денег дай, а денег где взять? И уж не быть ей теперь замужем за благородным, потому как денег нет. Рано или поздно ли придется за купца отдавать, а вот
набравши-то деньжонок, и поклониться Самсон Силычу. Дескать, я, Самсон Силыч, в таких летах, что должен подумать о продолжении потомства. И я, Самсон Силыч, ради вашего благополучия пота крови не жалел. Конечно. Конечно, ребят, Самсон на барышня образованная, но ведь и я не лыком шит. Имею капиталец и могу всячески себя ограничить на этот предмет, так отчего ж? Отчего ж не отдать за меня? Чем я не человек, ни в чем не замечен? К старшим почтителен, а при всем том-то, как заложили мне, Самсон Силыч, дом и лавки, так ведь это и закладной можно пугнуть. А знавший характер Самсон Силыча, каков он есть, это очень может случиться, потрав я по них. Или так зайди им в голову завтра же под венец, и вас ли разговаривать не смей. От этого удовольствия. От этого удовольствия с Ивана Великого спрыгнуть можно. Тишка! Вот он я пришел. Что ты рот-то раздвинул, а? Тебе дела нет. Прибери тут все. Прибери. От житья, а? Чем свет ты тут полы мить? А мое ли дело полы мести? У нас все не как у людей. У других-то хозяев, коли уж мальчишка таки живет в мальчиках, прилог. Ох, отпусти, Гераумовна. Сколько лет, сколько зим. Здравствуй, живая душа. А? Каково поврыгиваешь? Ой, да что нам сделается? Мамзельку хочешь высунуть? Не, нам пока не требуется. Ну, сам не хочешь, приятелю дружу. У тебя чья знакомых по городу, что собак? Да есть таки около того. Ну, коли есть, так и слава тебе, Господи! Тащи ко мне, чуть маломальский жених. Холостой ли, не женатый, вдовец ли какой-то? Тащи. Так вы его и жените, да? И не увидишь, как женю-то. Ну что ж, это дело хорошее. Это дело хорошее, Устинья Наумовна. А вот я все хочу спросить вас, Устинья Наумовна, а зачем это вы больно часто к нам повадились? А тебе что за печаль, а? Я не краденая какая, не отца без имени. Ты что за спрос? Да я так, ну не напрасно не выходите. Да как напрасно, что ты выдумал-то? Каком жениха ты нашла? Благородный, крестьяне есть, из тебя молодец. Так а зачем же делать-то? Да не зачем. Вот нынче хотел приехать, обзнакомиться. Там обвертим и вся недолга. О,